Добрый вечер, уважаемые камчатцы. С вами информационное агентство «Камчатский регион» и я, главный редактор Шуманин Владимир Юрьевич. Тема моего выступления – это положение вещей на Камчатке на сегодняшний день. Что у нас происходит и как с этим злом бороться. Начну я все-таки с хорошего, с радостного. Я поздравляю всех работников муниципальных и государственных учреждений с их профессиональным праздником, с 1 апреля, с Днем Дурака. Желаю им скорее покинуть свои посты, чтобы не мешать нам жить, как живут люди, а не так, как хочется этим самым сотрудникам. Это шутка, понятное дело. Теперь начнем самое главное, о чем мы сейчас должны с вами поговорить. Все вы, конечно, знаете, что происходит в стране. Весь этот идиотизм, который был искусственно развернут с кремлевской администрацией. Наверное, нужно вести разговор не о кремлевской администрации, а о валдайской администрации. Потому что, как вам известно, вся администрация во главе с куклой Путиным, она уехала на Валдай еще неделю назад. И сейчас, кто нами руководит в стране, никому не известно. Но это не помешало товарищу Собянину в Москве и товарищу Илюхину и в других регионах, разные руководители региональные, ввести ограничения на передвижение граждан, ввести, ограничения на конституционное право жителей нашей страны осуществлять предпринимательскую деятельность для того, чтобы кормить себя и свои семьи, и своих работников, которым они обязались выплачивать заработную плату. Все это сейчас, конечно же, похоронено, всем на это наплевать. И понятное дело, что во всем этом хаосе абсолютно непонятно, что будет дальше. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что когда год назад я выступал и говорил, что будет хаос в стране весной, 2020 года, мне никто не верил. Так прошу поверить мне сейчас, когда вы этот хаос видите своими глазами, что дальше будет еще хуже. Я так думаю, что 5 числа, точнее с 0 часов 6 числа, у нас этот карантин не закончится. Его будут продлевать дальше и дальше. С какой целью? Представляется очевидным, что никакого карантина, никакого вируса нигде нет. Я в силу, как руководитель русской общины Камчатки и как руководитель информационного агентства «Камчатский регион», связываюсь со многими регионами и за рубежом. И могу вам сказать, что та скайп-конференция, которые у меня были с русскоговорящими выходцами из Российской Федерации, Советского Союза, которые сейчас проживают в Германии, во Франции, в Испании, в Италии, в Швейцарии, в Австрии. Я со всеми ими говорю. Никакого коронавируса нет. Вранье от начала до конца. Все это сказки. Сказки раздуты для того, чтобы объяснить тот финансово-экономический кризис, который сейчас искусственно раздувается во всем мире кланом, прежде всего, Ротшильдов и Рокфеллеров. Они поставили себе задачи на сей раз. На ком-то надо отыграться, нужно опять сдуть эти пузыри финансово-экономические, которые сейчас надуты искусственно всеми финансовыми структурами, центробанками различных государств. И нужно, каким-то образом сдержать те изменения, которые происходят на планете Земля, в связи с уже невозможностью держать новые технологии. Например, технологию бестопливного генератора сдерживают уже с 1894 года, когда Тесла первый раз запустил эти установки в Соединенных Штатах Америки. И, в общем-то, целый штат обеспечивал в течение года, электричеством бесплатным, причем без проводов то же самое. Все это время им удалось как-то сдерживать эти технологии. Но сейчас уже наступил предел, дальше уже это делать невозможно. И поэтому, им необходимо как-то осуществить свою задачу для того, чтобы загнать людей в матрицу. То есть сделать так, чтобы человек полностью потерял все свои гражданские права, чтобы он перестал был человеком быть, и чтобы можно было им абсолютно спокойно управлять, и без каких-либо опасностей для властимущих, и как сейчас уже принято говорить, хозяевами денег, в интересах хозяев денег. Конечно же, это все делается за рубежом, но наше российское руководство тоже не теряет время даром. Они решили использовать эту ситуацию с мировым финансовым экономическим кризисом, который прикрывается этим эпидемией коронавируса, для того, чтобы изменить Конституцию, чтобы сделать пожизненное правление всей этой клики, всего этого кооператива «Озеро». Не надо путать с Путиным. Путина убили еще в 2012 году. Сейчас это куклы, которые за него играют различные роли. Все мы знаем, что их 4. И то, что сейчас они хотят продлить свою власть как можно дальше, и ему сейчас возникла реальная угроза.
этому. Почему? Какова угроза? Дело в том, что сейчас, в 2012 году, вернее, в 2020 году и в 2021 году пройдет целая череда выборов регионального муниципального масштаба. Все прекрасно понимают, что на этих выборах победят люди, которые против власти, которые составляют альтернативу этой самой власти, этих людей, которые уничтожают нашу страну, наш народ. И поэтому для того, чтобы не допустить эти выборы, они хотят ввести вот это самое военное положение или, вот, так сказать, систему вот этого так называемого, особого положения, не надо путать чрезвычайным, режима самоизоляции, который вообще непонятно, что такое, Конституция такой не предусмотрен порядок. И они для этого придумали эту всю сказку про коронавирус. Вот. И чем она чревата для нас? Сейчас, если будет продолжение этого сюжета, 6 апреля и дальше, то, соответственно, недели через 2, а может быть через месяц, людям просто будет нечего кушать. Ну, представьте себе, так сказать, тот работник, который работает в торговом центре там, или работница, да, вот, ей, соответственно, зарплату не уплачивает ее работодатель, потому что он сам не торгует, он сам не производит хозяйственную деятельность. Чем она будет кормить своих детей? Естественно, она выйдет на улицу, она будет как-то, требовать, чтобы прекратили это безобразие. А тут уже полиция вместе с санэпидемслужбами ее срочно отлавливают, ее срочно помещают в какой-то изолятор, ей колят принудительно какую-нибудь вакцину, которая всплывет через неделю, через 2. Формально это будет вакцина от коронавируса, а фактически это будет, скорее всего, психотронное вещество, которое будет человека лишать всякой воли к сопротивлению. И может быть вполне реально, что в перспективе это будет то вещество, которое убьет человека. Таким образом реализуется хьюнсовский проект, то есть зачистка территории Российской Федерации от местного населения. Вот. Это вполне реальные вещи. Если вы в это не верите, то обращаю внимание, кто бы вам сказал год назад, что произойдет то, что происходит сейчас, вы бы поверили? Вот сейчас поверьте и мне, это будет, если вы не будете с этим бороться. Конечно же, вопрос в том, что делать в этой ситуации. Я полагаю, что надеяться на какие-то федеральные, региональные власти нельзя. Почему? Потому что это все выходцы из мирового правительства, это филиалы администрации президента здесь, этого кооператива «Озеро» на Камчатке. Это Щелюхин не исключение. Вот. Если у вас есть сомнения в том, что этот человек, на кого он работает, пожалуйста, выйдите на площадь Ленина, можете подойти к этой стелле, вот, и обратить внимание на те, масонские символы, которые на этой стеле находятся. Вам сразу станет ясно, кому этот человек служит и какая власть здесь реализуется и с какими целями. Вот. Поэтому иллюзий здесь строить не надо. Вот. Надо просто понимать, что нужно делать. Ну, как вы знаете, я обычно не занимаюсь какими-то прогнозами или пустыми разговорами. Если я вышел к вам на связь, то, наверное, я что-то предложу. Поэтому я вам предлагаю. Первое. Прекратить надеяться на кого-то. И в случае, если 5 числа будет объявление о продолжении карантина и запрете какой-либо хозяйственной деятельности, начать эту хозяйственную деятельность вне зависимости от распоряжений президента, губернатора, правительства, кого угодно. Просто взять и начать, что вы делали до этого, торговали, может быть вы какой-то занимались в любой сфере хозяйственной деятельности, в любой, пожалуйста, что вы делали до этого эпидемии, делайте сейчас по новой. И плюйте на всех, потому что эти уроды, они должны были, если уж они хотят приостановить вашу деятельность, то они должны были объявить карантин по стране. Они этого не сделали. Объявить чрезвычайное положение по стране. Они этого тоже не сделали. Поэтому все остальные, их распоряжения, которые вне рамок чрезвычайного положения, они не имеют никакого юридического основания. То есть продолжайте заниматься тем же, чем занимались до того. Ловите рыбу, торгуйте, изготавливайте продукты питания, изготавливайте товары народного потребления, стройте дороги, стройте дома, но делайте то, что делали обычно. Плюйте на этих уродов, которым будут в этом мешать. Потому что если мы это не сделаем, у нас через 2 месяца, через месяц будет здесь голод. И будет то, чего хотят эти уроды. Они хотят, чтобы люди голодные бунты, что можно было объявить военное положение и потом, управлять страной как угодно. Следующее, что я вам хочу сказать. Надо брать власть в свои руки. Но делать это не так, как эти все СССРовские придурки делают. Что возьмите организуйте из потолка снятые какие-то, советы народных депутатов, которые ни к Конституции не имеют никакого отношения. У нас есть 131 закон ФЗ.
Это значит закон о местном самоуправлении. Этим законом предусмотрена возможность населения на своей территории, если это сельское переселение, то значит организовывать МСУ, местное самоуправление. Если это значит город, то в рамках города организовывать территориальное общественное самоуправление, то есть это по районам города. Сделайте это дело, приходите, я вам расскажу, как это сделать. Вы должны зарегистрироваться установленным порядком. Даже если вы просто подали в юстицию документы регистрации, если вы провели соответствующее собрание, значит, провели эту всю процедуру, считается, что вы уже начали действовать. И в рамках данных уже установленных Конституцией и законом полномочий людей по организации местного самоуправления на местах издавайте свои локальные нормативные акты. Прежде всего, они должны касаться вот этих всех деструктивных действий федерального и региональных властей, которые мешают вам жить. Издали какой-нибудь указ, там, например, завтра всем чипироваться, местное, значит, самоуправление, приостановить действие данного указа как противоречащий Конституции. Издали указ всем запретить, значит, заниматься хозяйственной деятельностью. Постановление, так сказать, местного органа самоуправления. Приостановить действие данного документа как противоречащее Конституции. Если вы говорите о том, что придут там какие-то дяди с дубинками и начнут там, вас там понуждать к нарушению Конституции и, значит, нарушающие ваши права, сделайте народную милицию. Сделайте отряды, значит, постановлением местного самоуправления, создайте отряды самообороны, борьбы с хаосом, в защиту конституционных прав граждан. Сформируйте эти отряды. Если надо, пожалуйста, приходите, я скажу, как это сделать. И, значит, соответствующим образом вы, значит, издаете локальный нормативный акт местного самоуправления и начинаете сами защищать свои права. Обращаю ваше внимание, если вы этого не сделаете, то нас уже к лету этого года начнут чипировать, а потом закроют все наши счета и закроют все наши, так сказать, значит, выведут из оборота все наличные деньги. И мы будем в чистой воды матрице. То, что об этом говорил Греф, этот педераст со Сбербанка, так сказать. Еще говорили все остальные уроды, которые, в общем-то, мечтают о том, чтобы прекратить какое-либо самоуправление на местах. Почему? Потому что уже в этом году будут рабочие модели, будут уже, так сказать, которые можно эксплуатировать, этих бестопливных генераторов. Это значит, что мы будем абсолютно независимы ни от власти, ни от энергетиков, ни от коммунальщиков, ни от чего. Мы сами будем у себя на местах отапливать и освещать свои дома, и, значит, можем с помощью того же тепла и света, значит, выращивать необходимые нам, так сказать, продукты питания в теплицах. Вот этого боится мировое правительство, вот это боятся местные эти халуи, так сказать, кремлевские и местные камчатские педерасты, которые засели у нас тут, значит, в правительстве. Если у кого есть сомнения, пожалуйста, вот ссылочка есть про педерастию там, местного, так сказать, правителя. Можете сами посмотреть, что ребята с позорного столба Камчатки накопали про этого человека, если его можно назвать человеком. Призываю вас, прекратите ждать милости от кого-то. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Сами займитесь своей судьбой. Нужна помощь, готов ее оказать. Благодарю вас за внимание. До встречи и всего самого доброго. С вами был Шуманин Владимир Юрьевич, информационное агентство «Камчатский регион», 1 апреля 2020 года. До свидания.